В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Коротко о темах. Более 1000 домов в Якутии признаны аварийными. Как идет переселение жителей, узнаем подробности. После долгого ожидания на рынках Якутска стартовал овощной сезон. Какие цены в этом году и что предлагают местные производители? Настольный теннис, пауэрлифтинг и захватывающий волейбол сидя. Сборная команды Якутии готовится к участию в Дальневосточном кубке защитников Отечества. Презентация книги «Абыт Албат Алана» о творчестве Прокопия Слепцова прошла в Якутске. Издание включает песни, фотографии и архивные материалы. 10 фильмов претендуют на главный приз Якутского кинофестиваля. В Россию представляет картина «Подари мне цветы» Василия Слепцова. В Нерюнгри продолжается эссе Холонхо. Во время его открытия зрителям представили театрализованное представление. Глава республики высоко оценил подготовку праздника, который развернулся в местности Тастах, и поздравил всех собравшихся с главным национальным праздником народов Саха. Огромная благодарность всем жителям Нерюнгри, всем организаторам за прекрасный праздник, который сегодня здесь подарили. Мы с главой района Романом Михайловичем Щегельняком в свое время здесь были, когда здесь еще ничего не было, выбирали площадки. Это была 3-я или 4-я площадка, которую мы посмотрели. Но тогда слабо, конечно, как-то просматривалось, что здесь будет настолько все замечательно сделано. Но вот благодаря энергии нерюнгринцев замечательное место здесь появилось. И, конечно, я уверен, что пройдет эссе Холонхо, а вот это место, вот эти все постройки, они, конечно, будут служить еще многие-многие годы жителям Нерюнгри, его гостям. Это будет одно из любимых мест жителей Нерюнгри. Праздник приурочен к 50-летию города и проходит под величественным лозунгом «Пока стоят священные горы, мир не рухнет». Атмосфера торжества, наполненная древними традициями и современным духом. Подробнее о первом дне празднования эссе Холонхо в материале наших коллег из Нерюнгри. Вооружившись зонтами и дождевиками, нерюнгринцы и гости со всех районов республики спешат на праздник. Эссе Холонхо – значимое событие для всего региона, подчеркивающее культурное богатство Якутии. Дождь, богатство, будут много ценно будет, коров будет, лошадей будет, но с праздника. Для народа Саха и проживающих в нашей республике это встреча лета, и самый основной, конечно, это Алгыс. Очень радостно, что на нашей земле сейчас мы встречаем столько гостей в этот прекрасный праздник. Приехала из Москвы, буквально 2 дня назад прилетела. Не могла пропустить на родной земле в городе Нерюнгри этот большой праздник. Я очень рада, что в нашем городе он проходит, и что наш город благодаря этому очень сильно облагородился, и что появился такой красивый обрядовый комплекс. На местности Тастах развернулось множество разноплановых площадок. В первой половине дня, конечно же, местом притяжения стала центральная Тюсюлге. Здесь прошло торжественное открытие эссе Холонхо 2025 с театрализованным представлением и обрядами. Эссе Холонхо – важное событие для сохранения и передачи эпического наследия народов Якутии. Это наглядно показывает и конкурс исполнителей эпоса, в котором принимают участие дети, молодежь и взрослые. Конкурс носит название «По следам древнего эпоса Аланхо», а это богатейшее наследие народа Саха. И это не просто сказание, а целостная картина мира, отражающая душу народа и его представления о добре и зле, о героизме и мести человека во Вселенной. Мы традиционно исполняем и передаем культурное наследие якутов, и в целом мы являемся той молодежью, которая занимаемся сохранением и популяризацией устного народного творчества. Большой интерес вызывают и другие площадки праздника, в том числе конкурсы кузнецов и народных мастеров. Сегодня участвую в конкурсе хамуса. Один хамус у нас из кричного железа, это традиционное железо, выплавленное из руды.
готовый один приносим и один из обычной стали, с инструментальной стали. Готовый корпус приносим и язычок здесь делаем. Вручную все делаем, подгоняем, настраиваем и демонстрируем звук. А впереди еще очень много мероприятий на самых разных площадках. Спортивные состязания, конкурсы мастеров, спектакли и многое другое. Не упустите свой шанс прикоснуться к большому национальному празднику. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. На 4 июля в республике не зафиксировано ни одного действующего лесного или ландшафтного пожара. Это разительный контраст с прошлым годом, когда на ту же дату бушевало 118 пожаров на площади почти 300 тысяч гектаров. С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидировано 338 возгораний на площади более 60 тысяч гектаров, включая 153 лесных пожара на площади свыше 54 тысяч гектаров. В республике действует особый противопожарный режим, усиленный в Верхоянском, Алекминском, Левино-Батантайском районах и Жатае. В Якутии более 1000 жилых домов признаны аварийными. В рамках региональной и муниципальной программ жители, конечно, переселяют из них. Но работы в этом направлении еще много. Одним из таких домов является старое деревянное здание в селе Маган по улице Кухто, 10. Подробности в следующем сюжете. В летнее время на улице чаще всего можно встретить ясную, солнечную и теплую погоду. Несмотря на это, Людмила Клокова всегда ходит в теплой одежде, особенно у себя дома. Здесь температура держится ниже 20 градусов. Я пенсионерка, 74 года, инвалид. У меня сахарный диабет с осложнением на ноге. Холодно дома, я вообще в одежде сплю, я в пуховике даже сплю. Летом, а зимой я примерзну здесь. Все, посмотрите, что творится. Живу вот в таких условиях. Невозможно не раздеться, ничего. Плачу каждый день. В старый двухэтажный дом в Магане Людмила Ивановна заселилась еще в 2010 году. Со временем здание начало проваливаться вниз в землю. Это стало залогом сырости и постоянного холода даже в летнее время. А там, где сырость, там и бактерии, и грибок. С улицы видно, как наш этот угол отошел. Дома так покосило, она льет, и все в нашу сторону. Он и так на воде стоит. Я болею, у меня аллергия, я 2 года чешусь. 3 пачки выпила от аллергии, ничего не помогает. На улицу маленько выхожу, нормально. Домой зашла и начинаю, потому что грибок, плесень, мыши, крысы. Вот так живу. В своей квартире Людмила живет совсем одна. Все приходящие счета за квартиру она оплачивает сама. Платила все вместе 25, почти пенсию. А сейчас еще подорожало, я не знаю, что дальше делать вообще. Это 25 в месяц. Я прошу, и хоть однокомнатную бы мне дали благоустроенную ванну, туалет, прихожая, кухня. Однокомнатную мне такую зачем одной бы? У меня лишние квадраты же. У меня 3 комнаты, а я одна. В мае 2020 года дом был признан аварийным, а зимой прошлого года ей пришло уведомление на срочное расселение в маневренный фонд по адресу Антенная, номер 1. Ранее в нем находились разные организации, от библиотеки до местного отделения ЖКХ. Тем не менее, в данный момент дом не располагает необходимыми удобствами для проживания. О состоянии маневренного фонда мы уже занимаемся этим давно. По поручению главы мы начали строительство маневренного фонда. Текущее состояние маневренного фонда в селе Маган объясняется тем, что отсутствие водоснабжения и иных благоустройств у нас запланированы ремонтные работы. Вторая часть здания используется другой организацией, и по причине наличия задолженности отключена от электроэнергии. Мы разбираемся в данное время. А пока они разбираются, страдают жители аварийного жилого фонда. В особенности эта проблема затрагивает людей пожилого возраста, которым бывает некуда податься или что-то сделать самостоятельно. Всего же по республике аварийными признаны порядка 1400 домов. Это около 40 тысяч человек. В следующую региональную программу переселения должны будут войти 900 из них. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск.
Ну а на состоявшемся сегодня совещании штаба как раз по теме реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 19-25 годы озвучили данные по ходу строительства. В мероприятии приняли участие представители Минстроя республики, застройщики и муниципалитеты. Главная задача сегодня – соблюдение сроков сдачи домов в эксплуатацию, также исполнение государственных контрактов. Напомним, до августа должны ввестись в эксплуатацию многоквартирные жилые дома в Сунтарском районе, Кобяйском, Усть-Алданском, Нерюнгринском, а также в Оленёкском районах. Сейчас реализуется программа переселения. У нас, конечно, федералами установлены жесткие конкретные сроки до 1 сентября. К сожалению, у нас имеется отставание по ряду объектов по срокам их ввода. Но на уровне министерства, на уровне первого заместителя председателя правительства мы собираемся вместе с руководителями подрядных организаций, участвуем в организации строительства и делаем все для того, чтобы построить их и ввести в эксплуатацию в установленные сроки. Овощной сезон в этом году немного задержался, и покупатели с нетерпением встречают первые дары якутской земли. А как они оценивают цены и ассортимент, узнаем из следующего сюжета. Овощной рынок Якутска представлен двумя основными категориями товаров – местной продукции и привозной. В этом году сезон сбора овощей начался позднее обычного ввиду погодных условий, но несмотря на это ассортимент довольно быстро расширяется. Сейчас в продаже появляются первые партии огурцов, помидоров и других востребованных культур, выращенных в Якутии. Фрукты продаем, овощи продаем, вот так. Местные же, сейчас овощи уже начинается. В этом году только холодно, погода. Что-то местные продукты очень плохо растет. И вот так работаем. Холодное лето, конечно, вносит коррективы, но производители стремятся обеспечить жителей свежими овощами. Исходя из этого, стоимость местных овощей, как правило, выше, что обусловлено особенностями климата и затратами на производство. Если говорить о ценах, то в среднем местная продукция дороже привозной на 35-40%. Цены на огурцы начинаются от 250 рублей, помидоры в районе 270, а килограмм капусты продают в среднем за 350 рублей. Как к этому относятся покупатели? По-разному. Местная продукция, конечно, дорогая. Ну, конечно, лучше привозной, я думаю. Овощи, все фрукты, все свежие. Цены, в принципе, доступные. На нашем севере так далеко везут. Мы в восторге. Молочку, овощи мы берем местные. Ну, стараюсь местную брать. Ну, конечно, дорого. Постепенное увеличение предложения местных овощей в Якутске дает покупателям возможность выбора, несмотря на разницу в цене с привозной продукцией. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск. Якутские психологи продолжают оказывать психологическую поддержку участникам СВО и членам их семей. Так, за июнь по госпитальному направлению в республике и Ростове-на-Дону охвачено более 1800 человек. Проведено более 2000 индивидуальных и групповых психологических работ, включая повторные консультации в рамках полноценного сопровождения обратившихся. Помимо этого, специалисты постоянно повышают свои квалификации. Так, якутские психологи пройдут интенсивный обучающий семинар при участии федерального эксперта. Для участников спецопераций, членов их семей, а также по иным кризисным направлениям услуги Якутского республиканского психологического центра бесплатны. Все обращения к нам анонимные, конфиденциальные, не только по направлению специальной военной операции. Не требуется документов, можно записаться под псевдонимом. Получить помощь и поддержку можно, записавшись по номеру 319109. Контакты наших филиалов в районах также можно узнать по данному номеру. Кроме того, функционирует круглосуточный телефон доверия 8 800 100 35 50. Анонсированный ранее обучающий семинар по психологической реабилитации участников военных действий состоится в сентябре в городе Якутске. Сборная команда Якутии готовится к участию в Дальневосточном кубке защитников Отечества. Соревнования пройдут по 6 дисциплинам. Настольный теннис, пауэрлифтинг и единственный в программе командный вид – волейбол сидя. На одной из тренировок побывал мой коллега Александр Хавренко. В спортивном зале Центра адаптивной физкультуры в самом разгаре тренировка по волейболу сидя. На площадке ветераны боевых действий, которые получили тяжелые травмы на полях сражений, но тем не менее нашли в себе силы прийти в зал и заняться спортом. Волейбол – это такая игра, которая нравится почти всем. Поэтому ребята, есть некоторые, которые в волейбол не играли даже вообще, но они сейчас уже потихонечку подтягиваются, полюбили.
тренировки не пропускают, уже хотят играть, соревноваться. С первых дней работы в республике филиала Госфонда «Защитники Отечества» у него сложились партнерские отношения с Министерством спорта. Потому что именно спорт и физическая культура являются важным элементом социализации ветеранов. Они знакомятся, они поддерживают друг друга и вовлекают своим примером именно, да, своих сослуживцев, которые тоже вот возвращаются. И тяжело как из такой обстановки психологически, да, вернуться обратно в мирную жизнь. И поэтому спорт – это, конечно же, один из видов социализации. Сейчас сборная готовится к выезду на Дальневосточный кубок защитников Отечества. Каждый из них будет пробовать себя в индивидуальных видах, а все вместе они выйдут на волейбольную площадку. Спорт, тем более для мужчин, это неотъемлемая часть жизни, я так считаю. Поэтому когда вернулись оттуда, благодаря фонду «Защитники Отечества», у нас появилась возможность найти себя в спорте. То есть после, как говорится, травмы, тяжелой травмы, на этом жизнь не кончается, даже в спорте. Все участники сборной настроены на победу и надеются, что их примеру последуют и другие ветераны, которые в спорте найдут не только новых друзей, но и мотивацию жить, работать и развиваться. Александр Хавренко, Нургун Старостин, Якутск. Накануне в Ленске состоялся митинг памяти, посвященный Дню ветеранов боевых действий. Десятки жителей района собрались у обелиска воинам-интернационалистам, чтобы отдать дань уважения павшим и поблагодарить вернувшихся с полей сражений. Среди участников митинга были и ветераны СВО. Слова памяти прозвучали от заместителя главы района, военного комиссара, депутатов городского и районного советов. Минуты молчания и возложением цветов к мемориалу почтили память погибших защитников Отечества. Ветераны боевых действий – это люди те, которые знают, как там. Как там сохранить суверенитет государства, как там защитить Родину, любить Родину, как там подарить нам мирное небо и спокойные дни. Ветераны боевых действий здесь, которые вернулись, рассказывают нам ту правдивую историю из первых уст, а не то, что нам пытаются, особенно для молодежи, донести с различных мессенджеров и сомнительных СМИ. Ветераны, которые сейчас, наверное, делают самое главное в жизни, это передают подрастающему поколению тот опыт, навык. Знают те слова, которые сказать подросткам, чтобы проявить уважение к нашей Родине, к нашей стране. Дорогие ребят, спасибо вам большое за все. И от всех нас, от матерей, от жен. А те, кто сейчас там, я хочу пожелать, чтобы как можно быстрее вернулись к нам домой, а главное, с победой. Экзамены позади, а приемная комиссия в самом разгаре. В этом году Северо-Восточный федеральный университет примет больше 3000 первокурсников. В инженерно-техническом институте для абитуриентов подготовили новые программы обучения. Какие именно, знает Эржен Гармаева. СВФУ – вуз многопрофильный, и здесь каждый найдет себе дело по душе, от филологии до математики. Всего в университете свыше 200 образовательных программ, 9 из них – профессии, которым обучают в инженерно-техническом институте. По инженерным направлениям мы предлагаем 4 основных направления. Это строительство, это землеустройство и кадастр, это деревянное домостроение и, конечно, архитектура. Конечно, мы понимаем, что непрерывное образование – это многоступенчатое уровневое образование. Соответственно, у нас есть и магистратура. В этом году, как никогда, у нас больше всего бюджетных мест по 3 программам. Поэтому мы туда тоже приглашаем. Как и во всех вузах страны, приемная комиссия в ИТИ стартовала 20 июня. За 2 недели в институт поступило больше 300 заявлений от абитуриентов. В этом году Анатолий Емельянов закончил 2-ю Покровскую школу. В будущем он видит себя в строительной сфере, поэтому сегодня он подал документы в ИТИ. Мне это интересно, и по результатам ЕГЭ я могу сюда поступить. В семье, да, есть строители. И мне стало тоже интересно.
Эта приемная кампания для ИТ особенная. Впервые институт берется за подготовку специалистов среднего звена. Теперь тут будут обучать прикладной геодезии, а также монтажу и эксплуатации устройств кондиционирования и вентиляции. Прикладная геодезия очень важная и востребованная специальность и для недропользователей, для строителей дорог и для строительства, соответственно, городских зданий и сооружений. А вторая специальность – это сантехнические устройства, вентиляция и кондиционирование. В Якутске очень большая, серьезная проблема становится по вентиляции и кондиционированию. У нас получается очень сухой воздух, сухой климат внутри здания. Нужны хорошие специалисты, которые умеют устанавливать и эксплуатировать такие специальные технические оборудования и устройства кондиционирования и вентиляции. Прием документов на программы среднего специального образования заканчивается 15 августа. Подать заявление можно в главном учебном корпусе СВФУ или онлайн через портал госуслуг. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске презентовали книгу о творчестве Прокопия Слепцова «Абы Талба Талана». Дочь автора Екатерина Черемкина представила двухтомное издание, каждый том которого выпущен тиражом 300 экземпляров. Богато иллюстрированная книга включает фотографии, статьи, архивные материалы, произведения Слепцова, а также 24 песни. Издание будет интересно всем, кто увлекается фольклором, любит петь и хочет развиваться в этом направлении. Абый Талба Талана на переводе будет «Знатный сын Абыя», Слепцов Прокопий Егорович, Оюн Прокопий, шаман Прокопий. Он родился в Абыйском районе, в Майорском Наслеге. В 2024 году, в конце года, мы отмечали его 105-летие. Очень большая работа была сделана. Музей музыки и фольклора постоянно помогает мне 10 лет. Музей Хомуса постоянные мои помощники. Я им очень-очень-очень благодарна за это. В столице республики стартовал 8-й Якутский международный кинофестиваль. По доброй традиции он открылся красной дорожкой. По ней прошли режиссеры, продюсеры и актеры. Традиционно фестиваль собрал кинематографистов из разных стран. В следующие 3 дня якутский зритель увидит работы из Италии, Франции, Индонезии, США, Бразилии, Ирана и даже Непала. За победу в главной номинации «Лучший игровой фильм» поборются 10 работ. Россию представляет картина «Подари мне цветы» якутского режиссера Василия Слепцова. Друзей. Заслуженный деятель искусства Республики Саха-Якутия, Мужчины режиссер средних фильмов лет, «Айола», и они узнают, что новый вот фильм «На краю света», лучший друг председатель сыграл Союза свадьбу, и их кинематографистов Республики Саха-Якутия. Вот сидят супругой. в клубе. Здравствуйте. Вспоминают своего друга хорошими Эдуард. и нехорошими словами. Я думаю, что вот каждый мужчина увидит себя. Какой фильм? Ожидания от фестиваля какие хорошие. Семен Ермолаев, писатель. На городском пляже состоялось празднование Дня реки Лена, символа и гордости Якутии. Гостей ждала насыщенная программа, концерт, мастер-классы по оказанию первой помощи, безопасному поведению на воде, уходу за телом, рисованию и боевым искусствам. Дети смогли повеселиться с аниматорами, а творческий коллектив «Кандыкан» представил экологическую акцию «100 картин». Само празднование проходит ежегодно, да, но на пляже у нас это впервые мы начали при поддержке Министерства экологии, при поддержке управы, окружной администрации, при поддержке ГИМС. Впервые мы дали старт этому мероприятию. Мы надеемся, что это будем делать на ежегодной основе. Я думаю, всем понравится. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну и я с вами прощаюсь. До встречи.